Добрый вечер, уважаемые зрители. Это программа «Якутия. День за днем». Я Влад Давыдов и мои коллеги подведем итоги недели сегодня в выпуске. Инвестиции в Якутию. Над какими крупными проектами работают в республике, что сделано и что предстоит. Есть проекты уже, которые готовятся для включения в виде новых резидентов территории опережающего развития. Проблема бродячих собак. Каким образом можно решить волнующий людей вопрос, как бороться с безнадзорными животными в регионе? Жалоб очень много по Маяковскому, Лонгину. Авточехлы, аренда гаража, другие решения. Какие варианты выбирают якутяне для содержания авто в зимнее время? Вот, купил китайскую Наташу, купил кипятильник. Можно купить китайский, 1200 стоит, а можно купить хороший российский за 3000 рублей. Жатайская судоверфь. Какие перспективы у этого проекта? Как и где ведут сейчас подготовку специалистов для нового крупного объекта? Устроится судоверфь, там требуются крановщики, из-за этого рассчитываю на трудоустройство. Послание в будущее. Женщина, которой написал письмо ее отец в горах в Якутии, нашлась. Какие чувства и эмоции она испытала, прочитав заветную записку? Сначала я, конечно, не поверила, потому что действительно такое бывает, наверное, только в фильмах или в рассказах. И обзор недели. Какие новости и события можно и нужно отметить на уходящей семидневке. О стратегической важности сотрудничества России и Анголы в алмазной сфере и поддержке деятельности компании «Алроса» в Африке говорил глава Якутии Айсен Николаев с руководством Ангольской национальной алмазной компании «Индиама». Как сообщила пресс-служба главы республики, Айсен Николаев совместно совершил рабочий визит в Анголу. По словам главы Якутии, Россию связывают с Анголой длительные, проверенные временем, дружественные отношения. Сейчас «Алроса» и «Индиама» совместно разрабатывают месторождение Катока, ведут геолого-разведочные работы и готовятся к освоению нового крупного месторождения Луаше. Айсен Николаев также отметил, что Якутия имеет большой опыт выстраивания взаимоотношений с крупными недропользователями и готова делиться этим опытом с ангольскими партнерами. Визит Айсена Николаева состоялся в рамках развития российско-африканских взаимоотношений, особенно в свете встречи президента России Владимира Путина и его ангольского коллеги Жоао Лоуренсу на саммите «Россия-Африка» в конце октября в Сочи. Тогда глава российского государства призвал сосредоточиться на практической реализации достигнутых ранее договоренностей. Цитата. «В ходе наших апрельских переговоров в Москве была подтверждена взаимная политическая воля к развитию двустороннего сотрудничества в целях придания ему характера подлинно стратегического партнерства. Я думаю, что теперь нам нужно сосредоточиться на реализации достигнутых договоренностей». Конец цитаты. К 2024 году долю бедного населения в республике планируют снизить почти в 2 раза – с 19% до 10%, а уровень общей безработицы с 7 до 6%. Для этого в том числе планируют реализовать ряд крупных инвестпроектов. Это социально важные объекты в республике. К примеру, это Ленский мост и республиканский онкологический диспансер, а также школы и места оздоровления детей. Подробнее об этих инвестпроектах и о том, как они повлияют на качество жизни якутян, материал подготовила наш корреспондент Саргалана Захарова. Еще в прошлом году глава республики озвучил инвестпослание на 2019 год. Оно включало в себя как задачи по созданию привлекательного климата для инвесторов, так и расширению вложений в несырьевые секторы. В республике должна заработать новая экономика. Она обеспечит Якутии лидерство по темпам развития и качеству жизни людей. Безусловно, достижение высоких результатов – это работа не одного года, но уже сейчас нужно начинать ее, сказано в послании. И уже сегодня, меньше чем за год, есть видимые результаты. Размер инвестиций существенно вырос. Так, если в 2018 году он составлял 403 миллиарда рублей, то на сегодняшний день этот показатель достиг 421,5 миллиарда. Львиная доля инвестиций
инвестиций по традиции приходится на добывающую отрасль. Это уголь, алмазы и золото. Больше всего 49% приходится на нефть и газ. А в свою очередь развитие этой отрасли дает не только поступление в бюджет региона, это рабочие места, строительство социальных объектов, проведение социально значимых мероприятий. Один из наиболее крупных инвестпроектов, который реализован в этом году, это запуск горнодобывающего комплекса по производству серебра на базе месторождения «Вертикальное» в Кобяйском Улусе. Там в год планируют производить по 75 тонн драгоценного металла, перерабатывать до 110 тысяч тонн руды. Объем инвестиций составляет 7 миллиардов рублей. Другое значимое событие произошло летом. Долгожданный первый пассажирский поезд прибыл на станцию Нижний Бестях. Теперь этот способ передвижения один из наиболее популярных у якутян. Запуска первых рейсов по якутским железным дорогам на поездах проехали уже больше 6 тысяч человек. Также началось строительство высокотехнологичной судоверфи в поселке Жатай. В декабре запустят магистральный газопровод «Сила Сибири». Стартовала вторая очередь тепличного комплекса «Саюри» в пригороде Якутска. К слову, проект с японскими инвесторами сегодня позволяет обеспечивать круглый год свежими овощами детские сады, школы и медицинские учреждения. Планируют достроить еще 1,2 гектара теплиц, а в следующем году, когда завершат третью очередь проекта, общая площадь составит больше 3 гектаров. К 2021 году с теплиц будут собирать до 2000 тонн свежих овощей. Такой объем на 20% удовлетворит всю потребность жителей города. Саюри входит в число резидентов территории опережающего развития Кангалас. И этот статус дает ряд привилегий для бизнеса. На сегодняшний день мы снизили количество видов регионального контроля. Некоторые мы объединили, чтобы на одно предприятие не приезжали несколько раз, запрашивая одни и те же документы. С 25 до 19 – это уже существенно, я считаю. Говоря о торах, на сегодня заключены соглашения с 31 резидентом на общую сумму больше 138 миллиардов рублей. А в компаниях работают больше 5,5 тысяч человек, а по плану хотят довести количество рабочих мест до 8 тысяч. Таким образом, работа с бизнесом и его поддержка дает многосторонний эффект. Инвестпослание включает в себя ряд четких задач, которые поставил Айсен Николаев перед правительством республики. В основном это сокращение административных барьеров для бизнеса. Так, чтобы получить разрешение на строительство, в прошлом году было необходимо больше 100 дней. Сегодня на это потребуется всего 84 дня. Срок регистрации предприятий тоже сократили до 10 дней. Есть проекты уже, которые готовятся для включения в виде новых резидентов территории опережающего развития. Это и проекты, которые сконцентрированы в транспортно-логистическом узле поселка Нижний Бестях. Есть проекты, связанные с переработкой и производством сжиженного природного газа. Да? Они действительно нуждаются в поддержке. В целом, все это создает тот самый привлекательный инвестиционный климат. Бизнес чувствует перспективу для развития, работает и зарабатывает, выплачивает налоги, пополняет не только бюджет региона, но и выполняет социальную роль, создавая рабочие места, улучшая инфраструктуру, создавая условия для качественной жизни людей. Подготовка к 75-летнему юбилею Великой Победы уже идет по всей стране. К 9 мая в городе Ржев должны открыть новый грандиозный мемориал советскому солдату. Общая высота кургана и бронзовой статуи 35 метров. Как известно, во время Великой Отечественной войны бои под Ржевом были одними из самых кровопролитных. Там погибли около 1 миллиона советских солдат. Среди них было и много якутян. По местам боевой славы наших земляков отправился наш корреспондент Максим Кардозу. Батальонными колоннами проходили участники парада мимо Ленинского мавзолея. Эти уникальные кадры сделаны во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Тогда солдаты с марша сразу же отправлялись на фронт защищать Москву. Немцы находились уже в паре десятков километров от столицы. Среди этих парней в шинелях было и 542 якутянина. Сколько всего наших земляков принимало участие в боях за Москву, сказать трудно. Известна лишь другая, печальная цифра. Более 2000 якутян погибли, защищая столицу. Одни из самых кровопролитных сражений под Москвой проходили в Ржевском районе Тверской области. Немцы поняли, что Ржев – это узловой
железная дорога, транспорт на Прибалтику у нас, Москва, раньше Рига, теперь Балтия. И вот они заняли все, на Волге они верхние берега заняли, а здесь вот высоты, которые были деревни. Стратегические места. То есть Да, да. Гитлер писал, что если вы сдадите Ржев, то мы потеряем половину Берлина. Сегодня о том, что Ржевская земля является одной из самых обильно кровью пролитой советских солдат, это аксиома. Нет сегодня пяди земли Ржевской, где бы мы ни находили даже сегодня останки. По данным экспертов, только в битвах за Ржев погибло около 1 миллиона советских солдат. Среди них были и сотни якутян. Причем подвиги наших земляков не забыты. Память о них увековечена в мемориале. Вот так выглядит сам мемориал воинам-якутянам в деревне Филькино Ржевского района. Он появился здесь в 1994 году. И тут можно увидеть Сергеев камни, также вот орудия древних воинов народа Саха. И вообще здесь проходит торжественное мероприятие каждый год в преддверии 9 мая. Сюда приезжают делегации из Якутии, также приходят местные жители, чтобы почтить память тех героев, которые защищали нашу страну в Великой Отечественной войне. Вообще мемориал не такой маленький, как может показаться. Вот, например, площадка, на которой расположены мраморные плиты с именами защищавших, сражавшихся и погибших здесь воинов-якутян. Сейчас в этом списке около 600 имен, но он все время увеличивается, ведь поисковые работы, они не прекращаются, они продолжаются, и каждый год находят новые останки, которые можно идентифицировать, узнать, что это был за воин, и его имя обязательно тоже окажется в этом списке. Также в 2005 году здесь же появилась и вот эта часовня святого чудотворца Николая. В том, что список воинов-якутян, которые здесь погибли, будет пополняться, уверен волонтер бессмертного полка Владимир Сантуев. В военных архивах он занимается поисками наших земляков. Ему удалось идентифицировать уже более 3000 воинов-якутян, погибших на различных фронтах Великой Отечественной. Это важно, наверное, для родственников, да? Ну, конечно, в первую очередь для родственников, потому что я скажу так, что интерес вот есть с республики. Вот в прошлом году я дважды выезжал с родственниками на места захоронения, именно захоронений. Именно под Ржевом воевал и знаменитый герой Советского Союза, снайпер Федор Охлопков. Только по официальной статистике на его счету 429 уничтоженных вражеских солдат. Он был вместе со своим двоюродным братом. Сначала он был пулеметчиком, пулеметный расчет у них был брать. Ну, в один из боев брат погиб. Был ранен на глазах. После этого Федор Матвеевич решил отомстить все за это дело. Ну, я так понимаю. Он перешел, стал автоматчиком, был командиром отделения, получал ранение, был ранен, потом вернулся и стал уже стрелком. Кстати, в Тверской области энтузиасты хотят поставить еще один памятный знак воинам-якутянам на холме Березуйский. В этом месте во время сражений в 1942-1943 годах несла большие потери 326-я стрелковая дивизия. Среди погибших 117 наших земляков. И теперь нужно собрать необходимую сумму, чтобы увековечить память и этих героев. Если вы готовы поучаствовать в этом большом и нужном деле, то все реквизиты можно найти на сайте фонда РЛ. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин. День за днем. Ржев, Тверская область. Сейчас короткая пауза, чуть больше 1 минуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Проблема бродячих собак. Каким образом можно решить этот волнующий людей вопрос? Как бороться с безнадзорными животными? Авточехлы, аренда гаража, другие решения. Какие варианты выбирают якутяне для содержания авто в зимнее время? Это Якутия день за днем. Продолжаем выпуск. Проблема бродячих собак остро стоит не только в Якутске, но и во многих других городах и крупных селах республики. Стаи безнадзорных животных часто пугают жителей. Как бороться с этой проблемой? Репортаж Сусанны Рожиной. Проблема бродячих собак не особо решается в Якутске. Бродячие псы оккупировали все санитарные точки города не только на окраинах, но и в самом центре. Горожане боятся не сколько за себя, сколько за детей.
Только за октябрь в Якутске было отловлено более 400 бродячих собак. На данный момент отловом собак в Якутске занимается МУП «Жилкомсервис», но власти города хотят передать эти полномочия на уровень республики из-за недофинансирования. Говоря о проблеме бродячих собак, следует отметить, что предупреждение, ликвидация и лечение болезней животных, а также содержание, отлов безнадзорных животных – это являются государственные полномочия Республики Саха-Якутия. Отловленные собаки в течение 10 дней содержатся в пункте передержки. Но если за эти дни не находятся хозяева, то животное подлежит эвтаназии. Большинство хозяев, когда слышат о том, что за содержание питомца необходимо заплатить 460 рублей за отлов и 150 рублей за день передержки, уходят и не возвращаются. Стоят месяцами. По 2, по 3 месяца. Есть такие даже. В основном разбирают, берут. Медленно, мало, но берут. Больше всего собак отлавливается по осени, когда заканчивается дачный сезон и нерадивые безответственные хозяева выкидывают на улицу своих собак со щенками. В пункте передержки каких только собак не увидишь. Лабрадоры, хаски, стафтерьеры, далматинцы и даже маламуты. Щенки очень больные приходят, потому что, сами понимаете, город у нас антисанитария. Поэтому приходят, бывает, не выживают щенки маленькие. Бывает, вообще 3-недельные притаскивают. Куда им? Наиболее агрессивными, как считают эксперты, бывают именно хозяйские охранные псы, которых выбросили на улицу. Когда такие собаки попадают на самовыгул и сбиваются в стаи, опаснее этих стай у нас нет, потому что это агрессивные собаки. Они, соответственно, борются за свое существование и доминантное положение. В Якутске работают 2 бригады по отлову собак, которые выезжают по вызовам и жалобам от населения. Бдительным горожанам следует звонить в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщать точный адрес, чтобы приехала бригада. Их усыпляем, их это. Ну отсюда очень много жалоб. Да, вот он. Ну этот слишком маленький. Тут. Ну вот катается, вон мы с жилкомсервисом, я специалист управы, да, жилкомсервисом ездим. Жалоб очень много по Маяковскому, Лонгину. Другая ситуация сложилась в южной столице, Недингре, где очень сильна позиция зоозащитников. И, в принципе, там особых проблем с собаками нет. Немного иная ситуация в других населенных пунктах республики. В Колбасах недавно слышала, на бабушку напала, собаку укусила. Вы тут в этом микрорайоне живете, да? Я здесь живу. А тут много бродячих собак? Ну, здесь бывает по 20 и по 10. И на детей бросается. Много случаев же. Вообще развелось много собак. По мнению специалистов, требования должны ужесточаться и по отношению безответственных владельцев животных. Но на данный момент действенными способами регулирования численности бродячих собак в республике являются чипирование, кастрация и стерилизация. По крайней мере, это гуманнее, чем эвтаназия. Сусанна Рожная, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. В республике проходит ежегодная профилактическая операция под названием «Отопление». Цель – повысить уровень защищенности объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов и жилых зданий в осенне-зимний период. Сюжет нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Осенне-зимний период, когда начинается отопительный сезон, самая горячая пора для сотрудников противопожарных служб. Так, сотрудники Государственной противопожарной службы республики в рамках акции проводят подомовой обход частного сектора и проверяют собственников на предмет правильной установки печей и обогревательных предметов. При обходах гаражей и частного сектора с печным отоплением возникают проблемы. Вот если печь находится в доме, то вешают над печью одежду. Притопочный лист встречалась проблема такая, что закрыт ковром, якобы печь остыла, но тем не менее может выпасть искра и произойти возгорание. В Магане с начала года уже произошло 8 пожаров. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Причины пожаров самые разные, начиная от неисправности электропроводки и заканчивая нарушением рекомендаций по эксплуатации отопительных приборов. Вносится собственникам предложение по устранению выявленных недостатков. И после чего повторно происходит обход для проверки на наличие устранения выявленных недостатков. Одна из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей и спасению имущества – это автономные дымовые пожарные извещатели. Если раньше эти средства могли только производить высокий звук, то теперь в них установлен GSM-модуль.
То есть сюда подключается сим-карта любого сотового оператора и 2 обычных извещателя домовых. Если вдруг случится возгорание, вот этот извещатель DSM-модулем произведет СМС-оповещение хозяину и будет оповещать звуковыми сигналами, именно сиреной. Вот и житель Покровска Михаил Родионов решил установить такую сирену в свой новый дом. Глава многодетного семейства не скрывает радости, ведь оповещатели в его доме установлены совершенно бесплатно. Мы только закончили этот дом, сами построили. Пожар происходит ночью, что это звуковой извещатель очень нужен. Благодаря программе помощи социально незащищенным слоям населения, которую реализует Государственная противопожарная служба, подобные извещатели до конца года появятся у 2000 семей не только Хангаласского, но и Мегино-Хангаласского, Алданского и Тампонского районов. Как показывает практика, во всех частных домах и гаражах выявляются нарушения требований пожарной безопасности. Именно поэтому так важно оборудовать жилища как извещателями, так и первичными средствами пожаротушения. Именно эти правила описаны на ярких листовках, которые в эти дни раздают сотрудники противопожарной службы. Ульяна Шагина, Георгий Николаев, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутск, Хангаласский улус. В столице республики, по данным, количество автомобилистов с каждым годом только растет. Раньше, в зимнее время, их количество существенно сокращалось, так как многие замораживали транспорт до наступления весны. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Какие варианты выбирают якутяне для содержания авто зимой? Репортаж Дмитрия Тымырова. Сегодня на улице около 30 градусов, и это не предел якутских морозов. С каждым годом все больше автомобилистов пользуются своим транспортом в зимнее время, и у каждого из них есть свой способ содержать свой транспорт в рабочем состоянии даже в минус 50 градусов. Максим – опытный водитель, имеет сразу 2 транспорта. И это неспроста. Предпринимателю приходится часто ездить по своим делам. Я работаю в изготовлении мебели. Вот поэтому я вожу большой габарит. И вот мне нужна большая машина, чтобы можно было загрузить, перевезти, на объект съездить. Чтобы машина ездила круглый год, водитель установил на своих транспортах так называемый кипятильник. Вот этот кипятильник – это старт сам по себе российский. Он подогревается, да. Такая же установка и на второй машине. Вот он. Даже в салоне, когда вот она стоит, получается, в салоне где-то минус 14, это 50 градусов мороза. Вот я покуда, например, дома нахожусь, ее завожу. Вместе с кипятильником водитель со стажем решил использовать автомобильный чехол. Вот, купил китайскую Наташу, купил кипятильник. Можно купить китайский, 1200 стоит, а можно купить хороший российский за 3000 рублей. Я, и тем пользовался как бы. И получается, когда вот я все установил, вот это все дело, намного, вот у меня в месяц где-то выходит 1000 рублей на электричество. И машина постоянно в тепле, как бы не выстужается. Утром я спокойно выхожу из дома, у меня с 7-го этажа удлинитель скинут. Я спокойно сажусь в машину, завожу ее, и буквально через 2-3 минуты я могу ехать спокойно. В отличие от Максима, опытная автоледи Екатерина арендует гаражное место. Она считает, что такой вариант самый удобный. Не надо ничего включать, подогревать и контролировать. Гаража своего нету, поэтому я пока снимаю. Снимаю место в гараже. Мне так удобнее. Это как бы оптимальный вариант. Раньше я замораживала и как бы ходила пешком. Пешком тоже, конечно, холодно. Лучше на машине. Немножко потратиться, ничего страшного. А вот находчивый житель города Якутска придумал свой вариант выхода из ситуации для перезимовки своего авто. Соорудил экспресс-гараж из подручных материалов и назвал его «Игнатий», не потратив ни копейки. Вообще гараж выполнен из алюминиевых профилей, которые остались после мебельного производства. Они были никому не нужны, я их забрал. Дальше было двухслойный картон, он опять же оставался у меня на работе после монтажа секционных открывающихся ворот. Я собрал все это воедино и решил сделать
Ну, просто решил сделать гараж непродувайку для того, чтобы ветром не уносило тепло. Получается, гаражные боксы ушли на второй план и уже не актуальны для многих жителей города. Не надо обязательно покупать гараж и тратить баснословные деньги. Даже так называемые пушки ушли уже в историю. Ведь это было опасным методом, когда сам водитель рисковал не только жизнью, но и имуществом. Обычно таким методом пользуются те, которые вот машину заморозили и вот разогрев авто заказывают себе ребят. Те ребята приезжают, накрывают, включают пушку, отогревают. Но были такие случаи, то, что машину потом не спасти, машина сгорала. Вот, поэтому это опасный метод. Автомобильные чехлы – тренд последних зимних сезонов в регионе. Они, по словам водителей, стали не только выходом из ситуации, когда хочется зимой колесить по городу, но и удобным вариантом содержать автомобиль в зимнее время. Но для нашей зимы, я думаю, что это очень удобная вещь. И это гораздо выгоднее все же, чем иметь свой гараж. Вот. Для человека, который работает, передвигается постоянно на машине, портативный гараж – очень хорошая вещь. Так какой же вариант получается выгодным для владельцев транспортных средств? Первый год я арендовала гараж, но потом поняла, что это невыгодно, потому что каждый месяц выкладывать по 20 тысяч немножко тяжело. Если обычный бокс гаража в среднем центре стоит плюс-минус где-то 30-35 тысяч, это в центре. Гаражное место где-то в среднем от 15 до 25. Плюс будет в том, что в гаражном месте это круглосуточная охрана. Тебе бояться незачем. А вдруг пожар, а вдруг что? Машина уже под охраной стоит. Собственный гараж, конечно, имеет больше плюсов, но не каждый может его приобрести. Арендовать место в гараже тоже хорошо, но затраты будут большие. На сегодня гаражи стоят от 800 тысяч рублей и выше. Передвижные металлические от 100 тысяч, ставшие популярными чехлы, начинаются от 9 тысяч рублей и выше. Кипятильники от 4 тысяч. Плюс, кто имеет собственный гаражный бокс, оплачивает электричество и налоги. Те, кто имеет металлические гаражи, чтобы содержать свой автомобиль в зимнее время, тратят еще на утепление не только своего авто, но и гаражного места. И это лишь часть затрат. В целом же, как мы видим, прогресс идет. Может, в будущем автомобилисты и вовсе откажутся от гаражей. Ведь к чему может привести небывалое развитие технологий, мы предугадать не можем. Может, завтра кто-то придумает машину, которая будет ездить даже в минус 50 градусов, или чехол, который будет подогревать автомобиль. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Очередная короткая пауза. Продолжим меньше, чем через минуту. Жатайская судоверфь. Какие перспективы у проекта, как и где ведут подготовку специалистов для этого нового крупного объекта. Это и многое другое в продолжении выпуска. Якутия день за днем продолжается. Дальше другие события. В Якутске началось строительство Жатайской судоверфи. Уже установлено около 500 свай, идет подготовка к монтажу монолитов. Кроме того, на согласовании в российском Минфине находится проект включения Жатайской судоверфи в территорию опережающего развития Кангалассы. Это было озвучено на совещании о модернизации и развитии современного речного флота для внутренних водных путей в Якутии. Также для работников Жатайской судоверфи стоит вопрос строительства многоквартирного жилого дома и общежития в Жатае. По словам первого зампреда правительства Республики Алексея Колодезникова, данные объекты позволят обеспечить судоверфь высококвалифицированными специалистами. Мы стройку начали за счет средств республики, всего того, что у нас сроки ввода в 2021 году, чтобы не сдерживать процесс. И ожидаем, что в ноябре месяце уже первая часть финансирования с федерального бюджета тоже поступит. В целом за 3 года с федерального бюджета мы должны получить 4 миллиарда 100 миллионов рублей. И, соответственно, это позволит нам уже к концу ноября объявить конкурсные процедуры на строительство основного корпусного здания. Нулевой цикл мы уже строим.
Ну а для работы на судоверфи в Жатайском техникуме идет подготовка специалистов. Кадровая потребность будущей судоверфи составляет более 700 человек. Из них в техникуме планируют подготовить больше половины. Подробности у Юрия Осипова. Перед Жатайским техникумом стоит ответственная задача – подготовить специалистов для судостроения. Сегодня материально-техническая база Жатайского техникума полностью соответствует международным стандартам WorldSkills по ряду необходимых компетенций. Учебные планы наших направлений, специальностей, рабочих профессий. Мы включили уже модули из мехатроники и роботизированных систем. Также разработаны короткие программы, по которым мы сейчас набираем группы и будем обучать не только наших ребят, наших студентов, но и взрослое население, и производить переподготовку работников, которые придут с навигацией. В этом году в техникуме открыли новую специальность – докер-механизатора или проще крановщик. На нее набрали 25 студентов. Специальность ориентирована именно на строящуюся судоверфь. В числе поступивших на новую специальность и Александр Абрамов. Так у нас открывается в ЖТ, строится судоверфь. Там требуются крановщики, из-за этого рассчитываю на трудоустройство. Сложность в подгоне, короче говоря, ганг. Именно на тренажере. На тренажере, да, полностью освоил. На тренажере не труднее, чем в автошколе сдавать на машинах, если. По словам директора, сейчас техникум находится на стадии трансформирования, которая началась еще в прошлом году. Для модернизации системы профессионального образования сюда закупили новейшее оборудование. Это тренажеры и симуляторы. На этих тренажерах занимаются будущие капитаны. Они полностью имитируют реальные условия плавания. Оборудование здесь полностью соответствует оборудованию в рулевой рубке. Каждый будущий капитан должен пройти обучение на этих тренажерах. Без них его не допустят к управлению к реальному штурвалу. В целях улучшения профессиональных навыков управленческая команда техникума прошла обучение по программе «Регион Профи» в Московской школе управления Сколково. В соответствии с потребностями Жатайской судоверфи нам необходимо подготовить порядка 600-700 человек, для того, чтобы судоверфь заработала и были еще и резерв кадров для восполнения движения кадрового состава. Правительство республики, Жатайская судоверфь, Средненевский судостроительный и Балтийский заводы подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках на эти заводы был направлен и прошел стажировку мастер производственного обучения Жатайского техникума. Меня научили, например, как производить сварочные работы на сварочном автомате. Сварочных автоматов у нас нету, поэтому я там посмотрел, как он работает, и научили. Также мне показали и научили, как читать чертежи по судостроению, какие детали обозначаются в судостроении. В дальнейшем мы планируем с ним сотрудничать в плане того, что мы будем направлять к ним на обучение, на производственную практику наших студентов. Этот вопрос на данный момент прорабатывается. Завершение строительства и пуск судоверфи запланировано на 2021 год. Первое судно будет спущено на воду уже в 2022 году, а в 2025 судоверфь должна выйти на полную проектную мощность. Потребность с выходом на проектную мощность – это 323 человека основных производственных рабочих, 125 вспомогательных производственных рабочих и основные с высшим образованием. Потребность в кадрах на момент пуска в 2021 году, в 4 квартале, около 200 человек, всех полностью в комплексе. И далее, в соответствии с набором мощности завода, точно так же будем набирать людей. Образовательные программы среднего профессионального образования будут реализовываться как внутри республики, так и за ее пределами. Сегодня в Жатайском техникуме созданы все необходимые условия для опережающей подготовки кадров для высокотехнологичной судоверфи. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутия. День за днем. Алданские юноармейцы вернулись из Москвы. В столице они приняли участие в подготовке к празднованию сразу двух дат – 75-летия Великой Победы и 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Из Алдана передает наш корреспондент Татьяна Вахнина.
У юнармейцев очередная тренировка. Несколько десятков человек рассредоточились по учебным точкам. 20 бойцов возобновили занятия после перерыва. На осенних каникулах ребята побывали в Москве, где приняли участие к подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы и в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Мне там очень понравилось, потому что мы стреляли почти со всех орудий. Мы даже катались в «Тигре», БТР. Скорее меня больше всего впечатлила Красная площадь, потому что там больше таких вот достопримечательностей, в которые действительно невозможно поверить, то, что человек мог сконструировать такое великое, не знаю, такие великие здания. Просто даже не верится. Программа пребывания в Москве была насыщенной. Ребята посетили музеи и парки, побывали на Красной площади и в Доме юнармии, возложили цветы к вечному огню, а также приняли участие в парадах и маршах. 2 дня были в 45-й бригаде спецназа воздушно-десантных войск, это в городе Кубинка. 2 дня вот они жили, как положено жить спецназовцу настоящему. Они там посетили музей части, им был показан фильм о части. Впечатлений у ребят масса. Света Бабич стала самой младшей в группе. Девочке особенно запомнилось посещение музея космонавтики и, главным образом, рассказ о первой собаке, отправившейся в космос. У нее был кондиционер, который регулировал тепло и холод. И однажды вот этот вот кондиционер сломался, и собака из-за перегрева умерла. Не меньшее впечатление на юных бойцов из северного уголка произвел московский ноябрь. Несмотря на плюсовую температуру, было прохладно. Таким образом, на тренировках, на полигоне под дождем и ветром бойцам вновь довелось прочувствовать тяготы армейской службы. Тепло, слякотно, дождь. Хотя форма одежды в армии уже зимняя, конечно, но дождь был. На полигоне это немножко, скажем так, помешало провести кое-какие мероприятия, потому что грязь. Форма одежды у нас была парадная, на другой день была Красная площадь. Боец Артур Веденев – армейский журналист. В свободное от занятий в школе и тренировок время Артур готовит фильм о поездке отряда в Москву. Я вот сейчас монтирую видео, где полностью все в полных подробностях объясняется вся поездка, то есть откуда мы начали путь, где мы побывали, какие достопримечательности больше всего впечатлили. Юные солдаты и их командиры признаются, что пребывание в Москве ничуть не напоминало развлекательную прогулку. Плотный культурный график никоим образом не послаблял режим армейских будней. Знаете, как говорит один из наших казаков, после такого отдыха людям надо давать надо еще давать отпуск выходной. Потому что это реально, это была работа, это была пахота. Потому что где наши все эти передвижения по Москве, это все в составе строя, в составе подразделения. Все это строевым шагом, вечерние проверки. По мнению командиров юнармии, в период пребывания в Москве у подростков активизировались такие качества, как самостоятельность и ответственность. Возросло самосознание. Вдали от дома в отряде моментально окрепла и дисциплина. Вот я говорю, мы даже сейчас съездили, посмотрели, вот я говорю, как вот на протяжении 9 дней, как они формировались, как вот они становились именно командой, именно взводом, подразделением. То есть здесь такого не донести. Поездка в Москву, помимо обучения и развития, имеет еще один мощный эффект. Прикоснувшись к реалиям настоящей армии, ребята стремятся к тому, чтобы еще больше работать над собой. Безусловно, это не только окрыляет именно ребят, которые находятся в районном отделении юнармии, но также самое, я так считаю, что те ребята, которые всего района. Почему? Потому что на следующий год пытаемся запланировать, что ребята, которые приняли активное участие именно в патриотическом движении, то на следующий год они поедут. Сегодня в Алданском отряде юнармии порядка 120 бойцов. Самым маленьким исполнилось 8 лет, старшие – выпускники школ. Служба в отряде популярна как у ребят, так и у девчонок. Представительницы прекрасного пола с удовольствием надевают форму и занимаются силовой подготовкой. А многие школьники рассматривают службу в юнармии как подготовку к будущей профессии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Последняя короткая пауза и далее завершающий блок нашего выпуска. Послание в будущее женщины, которой написал письмо ее отец в горах в Якутии, нашлась. Какие чувства и эмоции она испытала. Обзор недели. Какие новости и события можно и нужно отметить на уходящей семидневке.
Якутия день за днем. Завершающий блок нашего выпуска продолжаем. Какие есть проблемы в поселке Хани и как там живется местному населению? Этот небольшой поселок в Ниренгринском районе находится от райцентра в 800 километрах. Это 18 часов пути на поезде через Тынду, заезжая в Амурскую область. Наши корреспонденты в Ниренгринском районе отправились в Хани и узнали, чем и как сегодня живет поселок. Поселок Хани расположен в самой юго-западной точке Ниренгринского района на стыке Якутии, Амурской области и Забайкальского края. Помимо административных границ, в поселке стыкуются Восточно-Сибирская и Дальневосточная железные дороги. В компактном поселке Хани проживает 636 жителей. Имеются свой детский сад, школа, дом культуры, железнодорожная станция и многочисленные магазинчики, цены в которых выше ниренгринских на 10-15 рублей. Одна из таких, наверное, у нас проблем – это больше всего кадровый вопрос. Потому что в поселке очень маленькое население, и сложилась такая обратная ситуация. Если в некоторых муниципальных образованиях есть жители, которые хотят работать, но нету работы, да, у нас на сегодняшний день сложилась обратная ситуация, что есть рабочие места, но некому работать. После рождения второго ребенка в семье Линник возник вопрос, как правильно распорядиться средствами материнского капитала. Приняли решение искать квартиру, были рассмотрены множество вариантов в разных уголках страны. Более того, когда дети подросли, в течение 4 месяцев Линники путешествовали, останавливаясь у друзей и родных, изучая рынок недвижимости. Поначалу, когда я увидела объявление о продаже 3-комнатной квартиры с техникой, с мебелью, с ремонтом, я не поверила своим глазам. Это Ниренгринский район, то есть это все наш округ, наша территория. И что здесь продаются квартиры по 500 000, такие огромные, упакованные, это просто не верится. Как утверждает Екатерина, в поселке условий для комфортного проживания молодой семьи предостаточно. Для досуга детей имеется музыкальная школа, спортивная секция карате и скоро откроется тренажерный зал. Сейчас молодая семья дружно занимается ремонтом. Хочется отметить, что данный пример является призывом обратить внимание на реальные возможности материнского капитала в Ниренгринском районе. Я рада, что мы приняли такое решение и переехали сюда. Жизнь очень насыщенная, экология потрясающая, природа, мест, куда можно выбираться с детьми, очень много. Даша ручку вытягивает, и мы легонечко ручку залазим. Несмотря на то, что карате занимаются всего 14 детей, среди них есть чемпионы, и о них мы решили узнать подробнее. Мы работаем, по большому счету, не с самыми одаренными детьми. Но, на мой взгляд, они как раз и самые лучшие. Почему? Потому что в городах, как правило, идет селекция и остаются просто одаренные дети. И тренер, как правило, просто пользуется тем материалом, который ему приходит. Мы приезжаем на соревнования, почти каждый раз видим новых участников, да, талантливых, да, одаренных. У нас же из не очень сильных детей вырастают чемпионы. Просто прекрасные люди. Для такой деревенской секции ребятам, считай, повезло. Именно в Хани появился первый в республике скалодром. А вместо старых матов общественный тренер за счет собственных средств приобрел в зал татами. Все для того, чтобы вкладывать в воспитание подрастающего поколения все самое необходимое. Ездил на соревнования в город Тында. Там был тоже каратист. Выигрывал меня 6 соревнований подряд. Вот как-то захотелось его выиграть. Учат драться, за себя постоять. И тут очень классно. Потому что это спорт. И потому что я люблю бой. Помимо множества плюсов, в поселке Хани имеются и свои проблемы. С сентября месяца этого года отделение почтовой связи закрыто в связи с уходом основного работника в декретный отпуск. В Ниренгринском почтампе подтвердили данный факт и сообщили, что совместно с администрацией поселка ведется поиск кандидатуры. Также в Хани отсутствует пункт оказания медицинской помощи населению. Как объяснил нам глава поселка, это связано с долгим оформлением акта передачи здания амбулатории, принадлежащим РЖД, в собственность муниципалитета. А это здание амбулатории. Оно не так давно перешло на баланс муниципалитета. Сейчас тут ведутся ремонтные работы. Ну и, конечно же, завоз оборудования. Совсем скоро в Хани начнется осуществляться медицинское обслуживание в данной половине здания. В той половине здания будет находиться библиотека, которая тоже не так давно была закрыта, чем вызвало немалое негодование у жителей. И совсем скоро она будет работать. Также здесь в здании есть подвальное помещение, которое будет переоборудовано в спортивный тренажерный зал.
материал. При этом при всем стоит отметить небывалые красоты, которые открываются вокруг поселка в радиусе 50 километров. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нирингри. Эта неделя оказалась довольно богатой, и на различные другие новости и события коротко расскажем о наиболее важных и значимых обзорах Полины Долинской. Задержан начальник отделения МВД по Якутии. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. В отношении начальника отделения внешней трудовой миграции МВД по республике Дмитрия Максимова возбудили уголовное дело. По данным следствия, мужчина потребовал от учредителя одного из предприятий республики взятку в размере 300 тысяч рублей. Подозреваемый прямо на своем рабочем месте получил часть суммы – 150 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Якутии. До 5 лет грозит водителю, наехавшему на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который накануне сбил сотрудника ГИБДД на стихийной переправе через реку Лена в Якутске. Напомним, в социальных сетях эту личность преступника установлена. Им оказался мужчина 80-го года рождения. Ранее он 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Компания Interaction Group приостановила работу по привлечению новых клиентов. В отношении сомнительной организации ведутся проверки Управления по борьбе с экономической преступностью. Компания позиционировала себя как магазин топовых гаджетов и проводила акции по приобретению новых телефонов со скидкой в 50%. При этом одно из условий – привлечение к акции 2 и более людей. На громкую рекламу купилось около 500 якутян. И как в любой пирамиде, те, кто внесли свои деньги первыми, смогли приобрести технику по выгодным ценам. В очереди более 300 человек. Однако в случае закрытия магазина ожидающим точно не увидеть не только собственных денег, данных в задаток, но и вожделенных гаджетов. Рассмотрев данный договор, сложности будут в возврате денежных средств. Почему? Потому что этот договор, который заключается с потребителями, он является, имеет признаки смешанного договора, да? То есть условия задатка. А задаток у нас с точки зрения гражданского права, он подразумевает, скажем так, формы исполнения, обеспечения самого исполнения договора, да, тех обязательств, которые предусмотрены им. 4 спортсмена из Якутии вошли в список кандидатов в сборную России на Паралимпиаду 2020. Это Алена Дмитриева, волейбол сидя, Владимир Балынец, пауэрлифтинг, Анастасия Диадорова, плавание и Степанида Артахинова, стрельба из лука. Глава республики Айсен Николаев дал поручение правительству Якутии обеспечить организационно и финансово подготовку спортсменов к Паралимпиаде. Первые водные грибы, готовившиеся к выходу на сушу, обнаружили в осадочных породах на территории современной Якутии. Как рассказал главный научный сотрудник Института геологии, алмаза и благородных металлов Петр Колосов, весьма древние грибы в такой сохранности ранее в мире не находили. Ученым удалось установить, что на юго-востоке сибирской платформы около 550-600 миллионов лет назад в водной среде существовали паразитирующие на водорослях дрожжевые грибы. Также были найдены споры дрожжей и грибы, проникавшие в клетки водорослей, как современные лишайники. В докембрийских отложениях, датируемых 600 миллионами лет, нигде в мире не находили. В этом отношении это очень интересно. И вообще это находка очень интересна с точки зрения эволюционной биологии. Залетевшего на территорию Нюрбинского района птенца фламинго отправили в Якутск. На протяжении 3 суток птица находилась в Нюрбинском комитете государственного экологического надзора. В эти дни за фламинго пристально присматривали ветеринары. По словам специалистов, птенец заметно окреп, стал более бодрее, у него появился аппетит. Ежедневно в нашу контору приходил специалист управления ветеринарии, ставил антибиотики и общеукрепляющие витамины. Фламинго перелет перенес хорошо, но взлет ему не понравился, возможно, из-за запуска двигателей. Птенец очень волновался. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии». Сотрудники республиканского зоопарка Артедайду встретили птицу в аэропорту. История с запиской, найденной в горах Якутии, получила продолжение. Напомним, ранее мы рассказывали трогательную историю о найденной записке на горе Мусхая. В ней отец поздравляет свою дочь с 8-летием. Тогда, 30 лет назад, ее отец совершал восхождение на гору в нашей республике. Там он оставил поздравления и попросил нашедших не забирать и не выкидывать это письмо.
Сейчас мужчины, к сожалению, уже нет в живых, а альпинисты нашли поздравления спустя почти треть века и разыскали адресата. Сусанна Рожина расскажет подробнее. Нашим коллегам из Санкт-Петербурга удалось связаться с Анной Цветковой, для которой в 1990 году отец на вершине горы Мусхая оставил оригинальное поздравление с днем рождения. Выдержка из письма. «Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и, быть может, ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы». Ну, если честно, сначала я, конечно, не поверила, потому что действительно такое бывает, наверное, только в фильмах или в рассказах. Но любопытство взяло свое, я зашла на сайт Фонтанки.ру, и действительно там разыскивали уже порядка 2 месяцев девушку Цветкову Анну, которой папа оставил на горе послание с поздравлением. Тогда, осенью 1990 года, группа альпинистов проложила новый туристический маршрут в Якутии на горе Мусхая. Из-за этого отец не смог быть на дне рождения своей дочери. Я обрадовалась, это мало сказано, удивилась очень сильно обрадовалась, потому что через 29 лет получить поздравление от папы, которого уже, к сожалению, 10 лет с нами нет поздравления, это большая радость. А мы, в свою очередь, нашли тех альпинистов, которые обнаружили эту записку на горе Мусхая. Оказывается, записка была найдена еще в прошлом году в ходе прокладки нового маршрута. А уже в этом году, когда на гору поднялись девушки-туристы, они не смогли остаться равнодушными к этой записке и решили найти дочку альпиниста. Это же хорошая новость, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы Аня приехала к нам сюда и сняла записку отца, это традиция всех альпинистов, всех скалолазов, которые покоряют вершины. И как-то просьба отца, что он же надеется, что через некоторое время приедет ее дочка, его дочка снимать записку. Чудеса в этой жизни случаются. Хоть отца уже нет в живых уже 10 лет, но несмотря на это, послание, оставленное им уже почти 30 лет назад, нашло и ждет своего адресата. Конечно, я не чувствую в себе на данный момент силы, чтобы совершить подъем на 3000 километров в гору. Люди без подготовки навряд ли способны на такое восхождение. Мой брат, конечно, выявил желание подняться на... Но мы все-таки надеемся, что Анна с братом в следующем году приедет в Якутию и лично заберет записку, оставленную на вершине священной горы. Своеобразный последний подарок отца. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Вот такой была уходящая неделя. Телеканал Якутия-24 круглые сутки следит за развитием событий. Будьте в курсе вместе с нами.